1 октября по всей стране началась осенняя призывная кампания. Уже сегодня новобранцы проходят медицинский осмотр, после чего их распределят в различные войска. Солдаты-срочники будут служить в частях вооруженных сил, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Западным военным округом. Сами же военнообязанные предпочитают отправиться в спортивные или научные роты. В республиканском военкомате отмечают, что с каждым призывом количество новобранцев растет. Статистика показывает, что за последние 2 года новобранцев стало в несколько раз больше. Вместо 350 человек сейчас их 1500. А вот уклонистов от военной обязанности меньше в разы. Уклонистов или тех людей, которые не являются на призывную кампанию, минимизировалось. Есть, остаются такие люди, у каждого человека свои задачи, свои видения, свои обстоятельства, семейные, личностные и так далее. Есть, но их уже минимально. С 2007 года в Северной Осетии ежегодно проводится семинар, посвященный социализации детей в системе общего образования. В этом году в нем приняли участие руководители образовательных учреждений, специалисты профильных управлений местных администраций. Проводят семинар сотрудники Института проблем образовательной политики «Эврика». Одна из основных тем – социализация детей с ограниченными возможностями. На семинаре говорили о подготовке педагогов для работы с такими детьми. Одна из проблем, которую мы для себя обнаружили, что дети с ограниченными возможностями здоровья очень, в большей степени они обучаются в таком замкнутом пространстве, то есть в тех организациях образовательных, где они получают еще какие-то другие услуги медицины и так далее. И там же они обучаются, что в принципе закрывает сферу их общения и для успешной социализации, конечно, это большой минус. Во Владикавказе открыли мемориальную доску выдающемуся педагогу Владимиру Дегоеву. Во дворе 38-й школы сегодня собрались его друзья, коллеги и ученики. Педагогическому делу Дегоев посвятил более 30 лет жизни. Любимого учителя и бессменного директора не стало 5 лет назад. Несколько поколений выдающихся выпускников высокопрофессиональных педагогов оставил после себя академик. Мемориальная доска работы Михаила Цбоева теперь будет украшать фасад школы. Друзья уверены, память о заслуженном учителе должна жить вечно. Он гений, он целая эпоха. И я на основании его преемницы могу сказать от имени всего нашего большого и дружного коллектива, что мы горды тем, что работали под началом такого выдающегося педагога, как Владимир Михайлович Дегоев. В Северной Осетии гастролирует необычное ирландское шоу Dance of Desire. Это спектакль, в котором мастерски соединены фантастическая хореография, прекрасная музыка и оригинальные костюмы в сочетании с современными спецэффектами. Шоу дебютировало в Дублине в 2003 году. В основе сюжета древний кельтский миф. Пьеса строится на вечной борьбе между добром и злом. В коллективе танцовщики из разных стран. Имена некоторых в 20-ке лучших танцоров мира. Именно на таком мероприятии я в первый раз. Ирландские танцы для меня, наверное, что нечто невероятное, потому что у них и хореография совершенно бесподобная, как они танцуют, как они синхронно все делают. Наверное, это одно из лучших, что я могла увидеть. В Литве с 14 по 21 сентября проходил чемпионат мира по армспорту. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 46 стран мира. Российские рукоборцы завоевали первое общекомандное место, оставив позади ближайших конкурентов – сборной команды Украины и Казахстана. В составе национальной сборной была целая дюжина остинских спортсменов. Ирина Макеева одержала победу левой и правой рукой в своей категории, став 15-кратной чемпионкой мира. Также первое место на двоих завоевали братья Зулоевы. Спартак одержал победу на левой руке в категории до 90 килограммов, а Хаджимурат традиционно никому не оставил шансов на правой. Наши спортсмены получили еще ряд серебряных и бронзовых наград. Соревнования, в принципе, для меня сложились очень удачно. Не скажу, что было очень сложно, потому что я уже знала ту соперницу, с которой буду встречаться. Я предполагала, с кем я буду встречаться в финальном поединке. Это спортсменка из России тоже. Единственный был русский финал, это в моей весовой категории. Выиграла.
Знаменитый московский режиссер Марк Розовский приехал во Владикавказ. Совместно с артистами Русского академического театра он ставит нашумевшую повесть Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». Этот спектакль уже год идет на сцене театра у Никитских ворот в Москве и собирает полный аншлаг. Новый театральный сезон в Северной Осетии откроется именно этой постановкой. Билеты на спектакль разошлись в считанные дни. Как воплотили североостинские артисты сюжет Марка Розовского, зрители смогут увидеть 4 октября в день официального открытия театрального сезона. В нашем спектакле царит неистовая любовь бабушки к маленькому сыну. Но эта неистовая любовь, она приводит к тому, что мальчик оказывается не только в безотцовщине, но и без матери, он лишен материнства, материнской ласки, общения с матерью. И это вот определяет конфликт. Очень узнаваемый, кстати, конфликт. Да и характеры все, которые там выписаны, они очень узнаваемые.